Подписывая общественно-политический договор, все 4 кандидата в президенты обязались реализовать его положения и следовать им в случае победы на выборах. Какие пункты договора были выполнены за 2 прошедших года, а какие проигнорированы представителями власти? Именно об этом шла речь на обсуждении. Кстати, вопреки ожиданиям, в дискуссии приняли участие представители всего нескольких организаций и политических партий, из поддержавших договор ранее 17. Это представители общественной организации «Ахеца», Народной партии Абхазии. Присутствующие провели итоги проделанной работы по выполнению 14 пунктов, предусмотренных в документе, в том числе касательно государственного статуса Абхазии, пропаганды нравственно-идеологических ценностей, демографии, энергетической сферы, борьбы с коррупцией и других. Выступающие обсуждали проблемы создания полноценной системы первичного учета и проведения инвентаризации жилищного фонда, создания земельного кадастра, экологической безопасности. Депутат Народного собрания Алмаз Джобуа подробно остановился на каждом пункте договора и прокомментировал пути решения некоторых вопросов. По теме государственного управления депутат отметил, что неясно, по каким критериям отбираются те или иные кандидаты при формировании нынешнего правительства. До 1 апреля 2015 года разработать и внедрить критерии оценки эффективности работы государственных служащих любого уровня. До 1 апреля 2015 года ввести прозрачную конкурсную систему поступления на государственную службу. Но вы помните, сколько было разговоров, будучи в оппозиции, сколько было разговоров о конкурсном отборе, как мы должны профессионалов отбирать. У меня вопрос, при формировании нынешнего правительства, по какому критерию или по какому принципу вообще были отобраны кандидаты? Мне это интересно. Мне не важно, кто личности эти. По какому критерию и принципу отбирались эти кандидаты? Из перечисленных пунктов властью были выполнены всего лишь несколько. Это переход на казначейскую систему, налаживание работы контрольной палаты и закон о здравоохранении, принятый Народным собранием. Представители политической партии Айнар считают, что у власти было достаточно времени для работы и над остальными вопросами, некоторые из которых были и вовсе проигнорированы. Лично я абсолютно вот по итогам этого документа и по итогам того, что я здесь вижу внутри исполнительной власти, распрощался со всякими надеждами на реализацию хоть сколько-нибудь вот государственных, в моем понимании, на реализацию крупных государственных задач. И почти все решения, и в том числе и кадровые, они политические решения, хозяйственные. Депутат Народного собрания Ахрабжаня высказался по поводу сроков выполнения тех или иных задач, установленных в данном договоре. Учитывая наши ресурсы, общие, в первую очередь интеллектуальные, трудно говорить о форсированном и окончательном осуществлении всего изложенного в этом договоре. Я, честно говоря, например, с трудом представляю, как может выставлять определенные сроки, в частности, по экономическим каким-то вопросам, идеологическим, внешнеполитическим, потому что ситуация очень мобильная, она меняется, и вот сказать прямо 16-й год или 17-й год, я бы, честно говоря, не рискнул. К счастью, любой план – это время, в котором он разворачивается, и для меня гораздо важнее, идет этот процесс с той или иной динамикой или нет, чем вот эти результаты, которые должны быть осуществлены в том или ином году. Председатель Народной партии Абхазии Якуб Лакоба выразил благодарность тем, для кого не безразлична судьба страны, кто предпринимает попытки изменить ситуацию в стране к лучшему. Хотелось бы поблагодарить в вашем лице те силы, тех людей, тех граждан наших, политически активных, которые не то что не безучастны, не то что не безразличны, а активны. Хотят, чтобы действительно у нас положение дел в нашей стране менялось. И как можно скорее. В месяце, в неделю здесь прозвучал мысль. Некоторые пункты в течение недели. Хотя мы понимаем, что многие пункты, это все процесс. Это не одночасно делается. На обсуждении представители партии Айнар объявили о своем решении обратиться к главе исполнительной власти с просьбой публично пояснить ситуацию по реализации пунктов общественно-политического договора. На Алакове, Беслан Шинджерия, Абхазское телевидение.